Сотрудники Министерства внутренних дел провели встречу с жителями селения Средней Ачелуки. Нарушение правил дорожного движения, употребление вредных веществ, наркомания. Затронули ряд самых актуальных проблем современной молодежи. Репортаж Рины Цичоевой. Это уже 7-я встреча с общественниками, религиозными деятелями и сотрудниками МВД, которая проводится с начала этого года. На повестке 3 важных вопроса – это аварийность на дорогах, наркомания и стрельба на свадьбах. Ответственность за поступки детей несут в первую очередь родители. Именно в семье закладывается воспитание и уважение к окружающим. Сегодня в сводке все больше нарушения правил дорожного движения свадебными кортежами. Еще одна проблема – участники торжества не обходятся без стрельбы. Все это нарушает и порядок, и обычаи. Да, конечно, по сравнению с прошлым годом, и благодаря предприятиях мер, случаи, как бесцельной стрельбы, хулиганских действий, грубых нарушений, правил дорожного движения, да, уменьшились. Но это еще то, что мы проводим мероприятия, недостаточно, потому что они имеют место. Еще одна проблема свадебного кортежа – это вождение автомобилей без прав управления и стрельба с охлащенного оружия. Это изделие, предназначенное для имитации выстрела. Приобрести его нетрудно, поэтому и контролировать такую продажу практически невозможно. Но, как говорят сотрудники МВД, за стрельбу из охлащенного оружия может попасть под статью закона. Всего у нас на территории республики таких фактов 9. В прошлом году, если сравнить аналогичный период, было у нас 13 фактов. Да, количественный состав уменьшился. Из 9 фактов на территории, то есть жителями Малгобекского района, совершено 3 таких правонарушения. Но, к счастью, или в поле зрения полиции не попало, жителями Ачелуки таких правонарушений не совершены. Может, они были такие факты, но в поле зрения полиции не попадали. Другие темы, которые поднимают на встрече, это управление автомобилем в нетрезвом состоянии и рост аварийности на дорогах Малгобекского района. В последнее время массивно так уж воздух. А в данное время Малгобекский район больницы Питербург возле наездных пешеходов и из них. Около дихлдар нахга швейцаров пару русек за рулем биржи мухушник, за рулем биржи датчик малых давателей. Асханма аргалкаватели ряд школы ходатайства держгейщик. Сга идина объяснил обиж миссии. Тамас нахуцу, как что дерзмусазы. Тахана цан полиции пашрадаться. Собравшиеся поднимают вопросы о современных увлечениях молодежи, которые портят жизнь, в частности, энергетические напитки. Родители, учителя и педагоги считают, что нужно больше информировать подростков о вреде новых напитков. Дети, которые с 12 лет покупают эти адреналины в магазинах, почему им его продают? Вот я, например, своим не позволяю, но у меня был случай, когда продавали моим детям несовершеннолетним, 12-13 лет, эти адреналины. Почему этим продавцам, которые продают, не ставят ограничения на это? Вообще люди не информированы насчет вот этих энергетических напитков. Давайте людям информацию, потому что люди ее не знают. Общая информированность, безусловно, есть. О том, что эти энергетики, они вредны, знают все, по-моему, и маленькие дети тоже. Кроме этого, администрация района совместно с депутатским корпусом проводит выездные мероприятия в школах. Вот тут присутствуют директора и преподаватели школ, они знают, что выезжают и проводятся, и в спортивных учреждениях в том числе, проводятся мероприятия по вопросам наркомании, по вопросам употребления всевозможных психотропных, по вопросам употребления в том числе этих энергетических напитков. Среди важных остается, конечно, вопрос наркомании. Сегодня на наркологическом учете республики состоят больше 1500 человек. К пагубным пристрастиям чаще прибегают и несовершеннолетние. Последние 1,5-2 года мы наблюдаем снижение статистики. Да, мы сравнивали 2021 с 2020 годом, там уже мы наблюдаем на 47 человек меньше поставленных на учет. Опять же сравнивали первый квартал 2022 с первым кварталом 2021 года, там тоже снижение у нас идет на 29 человек, поставленных впервые в жизни. Поэтому есть и тенденция к снижению наркотизации нашей республики. Конечно, это профилактическое такое общение, это беседа, где жители на этих сходах могут высказаться, да, свое видение сказать, поделиться тем, как они считают, было бы лучше, да, нам даже работать.
что лучше было бы сделать. И мы тоже объясняем. Бывает так, что им не хватает информации. Да? Они считают, что вот что-то так происходит, а когда мы им даем информацию, они уже понимают, почему, что, как. Собравшиеся в зале уверены, что такие встречи нужно проводить чаще, о проблемах необходимо говорить, чтобы решать их оперативнее. Воспитатель Шейханхана Лурбиш, дешти, Шейхана Тхаудяж Аларс, Мерзламсхан, Шейцах, Чуал вашу, Дизуху, Хашва Гуша, Мерзламсхан, Шейцах Хальтуш Дуал Дилши Дизлай, Знисяга Царха, Шейцах Дуал Дизлайс, Хашхам, Мухам, Аз Дир Дур, Дяшки Нуанушки, Алай Мадиве, Бусуб Динсдох, Нагдовы, Вай. هم إيصل سيدي كذا مدعج إيصل دور ده هم أرسل وقت از نيش نقدبح شيء ديز لورد بيش وناس ديز الحقي بالإجراء دير دورس. Конечно, ни одному родителю не захочется, что этот ребенок рос на самом деле плохим или чем-то плохим он занимался. Поэтому надо с маленьких лет уже своих детей надо воспитывать. Хоть у меня уже взрослый сын, но все равно я смотрю, где мой сын ходит, куда ходит. Хотя он уже семейный человек, у него тоже 3 детей. Такие встречи организаторы планируют провести во всех городах и сельских поселениях республики. Рина Цычоева, Магомед Даскиев, Новости 24.